Как правильно выразиться-то? Ну, давайте прямо так и скажем. Как вы оцениваете молчание элит Татарстана в поддержке действий России на Украине? Ну, я бы сказал, как гробовое молчание. Да, Ну, здесь, понимаете, вся суть вот этого так называемого татаристского проекта, а про него мы тоже с вами много говорили, это создание своего проекта, ну, а-ля Украина, на обломках России. В своем таком местническом ограниченном мирке руководителей и вот этих элит, я имею в виду Татарстана, да, и участники этого проекта лелеют мечту воссоздания вот этого проекта «Великий Туран», но во главе с Татарстаном. Ну, здесь они пытаются исторически обосновать, в том числе, кстати, прихватизируя историю Нугаев, объявляя ее татарской историей, обосновать свою такую, ну, роль, в кавычках, собирателей земель и того, что останется от России после ее покорения Западом. Вот. Ну, цели татаристского такого незалежного проекта мы выявили, ну, уже, как я уже сказал, на ранней стадии, да, и вышли из него, имеется в виду Нугаев, не желая при этом иметь ничего общего с их апологетами. Примером этого служит то, что среди астраханских нугаев, особенно вот у той части, которая была наиболее подвержена татаризации, а именно среди юртовских нагайцев, года вот 3 назад начался процесс именно возвращения к нагайской идентичности. Это вот как раз подтверждает мои слова. Да, не все идет гладко, не все идет, как говорится, быстро, как кто-то хотел бы, но главное, что процесс начался, и те, кто находится в этом процессе, я имею в виду процессе возвращения нагайской идентичности среди юртовцев, они на правильном пути. То есть они сделали правильный выбор. И это показывает события последнего периода. Понятно, что возмущение, обвинение в предательстве и во всевозможных там грехах мы слышали, как говорится, со стороны как некоторых представителей СМИ, так называемых научных, исторических особенно кругов Республики Татарстан, так и некоторых коллаборантов, которые вышли из среды астраханских нагайцев и работают на вот этот самый татаристский проект. Но я так думаю, что в ближайшее время все вот эти, так скажем, точки над «и» будут расставлены. И татаристский проект, скорее всего, придет в ближайшем будущем к своему логическому концу. То же самое, кстати, касается и казахского глобального проекта, который имеет схожие с татаристским проектом цели и мотивы. Но если вот судить по событиям января 2022 года, мы с вами увидели, что народ Казахстана не поддержал этот проект, в котором ресурсы и богатства Казахстана были направлены для поддержания фантомных националистических проектов. Простой народ знает, что на лжи и ненависти нельзя строить свое будущее. Ну, как настоящее, так и будущее, да? В этом вопросе мы, в принципе, с братскими татарскими и казахскими народами в одном строю, но не с их вот этими националистическими элитами, по крайней мере. От них мы отмеживаемся.